И бои в Чечне. Скандал разрастается. В Грозном на турнире по смешанным единоборствам Гран-при Ахмат прошли детские поединки, в которых участвовали сыновья главы республики Рамзана Кадырова. Эти бои раскритиковал известный боец Федор Емельяненко. Мол, дети дрались без защиты, да и маленькие они еще для таких шоу. В Грозном с ответом не тянули, заявили, кто такой этот Емельяненко, чтобы давать оценку нашему турниру. Подробнее Екатерина Кочкина. Десятилетний Ахмат Кадыров пробыл на ринге всего 14 секунд. Ровно столько времени ему потребовалось, чтобы нокаутировать соперника, своего ровесника Дамира Шевкужева. Дело в том, что Ахмат Кадыров попал в печень, и празднует победу сейчас. Братья Ахмада, 9-летний Зелимхан по прозвищу Пантера и 8-летний Адам, тоже одержали победы в своих поединках. Единогласным решением судей победу одержал Адам Лев Афиров! Схватки школьников можно было посмотреть не только в инстаграме «Счастливого отца», но и на канале Матч ТВ. Спустя сутки после турнира бои с участием детей Кадырова резко раскритиковал президент Союза ММА Федор Емельяненко, один из самых известных в мире бойцов в тяжелом весе. Поединки проводились по правилам, которые существуют для взрослых спортсменов-профессионалов, что не подходит для детей. Детям до 12 лет вообще не разрешено выступать по правилам ММА. То, что происходило вчера на турнире в Грозном, недопустимо, а тем более это нельзя оправдывать. Детские бои в смешанных единоборствах не регламентированы, и их проведение не утверждено Союзом ММА. Емельяненко неоднократно выступал против поединков между детьми. Но в бойцовском клубе «Ахмат» в Чечне сомневаются в способностях многократного чемпиона мира оценивать качество турнира в Грозном. Вопрос, кто он такой, чтобы давать оценку нашему турниру и поединкам? Может, его гложет зависть, потому что Гран-при Ахмат 2016 Final многими признан лучшим турниром в истории российского ММА, а его сюда даже не пригласили. Министерство спорта России пообещало разобраться, почему дети дерутся на ринге по взрослым правилам, без защиты. Скандал вокруг детских боев в Грозном докатился и до Кремля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поединками между детьми должны заинтересоваться надзорные органы. Нокаутирование ребенка, да еще в телеэфире, это повод для того, чтобы соответствующие надзорные органы заинтересовались этим событием. Пока надзорные органы разбираются, депутат Госдумы Адам Делимханов пообещал, что Емельяненко придется ответить за свои слова о сыновьях Кадырова. А практика публичных извинений перед главой Чечни регламентирована гораздо лучше, чем детские бои в смешанных единоборствах. Критики Кадырова регулярно появляются в его инстаграме и сожалеют о сказанном ранее. Екатерина Кочкина, «Настоящий».